137-летие со дня рождения великого поэта Габдуллы Тукая. Нурлатские педагоги на праздник родного языка и татарской поэзии подготовили тематические выставки. Поражает их полет фантазии, использование необычных материалов, идеи воплощения сюжетов произведений Габдуллы Тукая. Зухра Савич готова об этом рассказать. Какие прекрасные макеты мечети, татарской мечети, башни Суембике. Также мы работаем совместно с работниками детского сада. Вашему вниманию мы предоставляем макет татарского народного дома. Возле открытой сцены сквера театральной творческая интеллигенция, учащиеся школ, работники учреждений образования и культуры, жители микрорайона, участники художественной самодеятельности. Местные авторы тоже в числе приглашенных. У каждого из нас свой родной язык, а он как отражение культуры и традиций, наше наследие. А татарский язык – один из самых богатых, красивых языков, и в этом большая заслуга Габдуллы Тукая. Пригласили сюда школы, городские школы, детские сады нашего города. Как вы видите, детские сады у нас вышли с выставкой по национальным традициям. Также этот праздник приурочен к году культурных наследий и традиций. На сцене вокальный ансамбль воспитанников Нурлатского детского сада. Обучение в нем на родном для них языке. Танцевальный коллектив сменяет юных солистов. Слова ведущих тесно перекликаются с днем родного языка. Сказочные персонажи в исполнении дошкольников вызывают добрые улыбки. Юные дарования пробуют себя как актеры. Звучат известные стихи из творчества великого поэта. Şunda bildim Resulü bez Muhammed'ni nişik mikne cafa kurgen nişik tırgan isten şıkmımında kurgenlerim. Почитатели таланта собрались и возле памятника Габдуллы Кариева, основоположника татарского театра. Здесь творческая группа «Школа номер 2» показала отрывок из повести Фатиха Амирхана «Хаят». Мы очень рады передать эту татарскую историю, культуру, как это было все тогда. Очень рада, что люди пришли, посмотрели, как мы это сыграли. Все зрители, участники творческих мероприятий понимали, что Тукай – татарский Пушкин, гордость татарстанской земли. Гузель Самирханова, Ильшат Махмутов, Вести Нурлата.